Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Санкт-Петербург налаживает сотрудничество с городом Аркадак. Артисты московских цирков открыли программу выступлений в Туркменистане. Наступил период уплаты пенсионных взносов для предпринимателей и другие новости. Правительство Санкт-Петербурга ведет работу по подготовке документов о сотрудничестве с городом Аркадак. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в письме по случаю дня рождения национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслихаты Курбангулы Бердымухамедова. Артисты Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, а также Московского цирка Никулина на Цветном бульваре совместно с туркменской конной группой «Галканыш» открыли программу выступлений в городе Аркадак. Билеты на цирковое шоу реализуются в кассах Государственного цирка Туркменистана. Пенсионный фонд Туркменистана информирует предпринимателей страны о том, что начался отчетный период по уплате пенсионных взносов за первое полугодие 2023 года. Согласно статье 23 Закона Туркменистана о государственном пенсионном страховании, уплатить пенсионные взносы можно с 1 июля по 15 августа текущего года. Взносы также можно оплатить онлайн на сайте Министерства труда и социальной защиты населения Туркменистана. В многопрофильной больнице города Аркадак состоялась международная научная конференция «Общественная организация врачей Туркменистана». Участие в форуме приняли руководители и сотрудники учреждений системы здравоохранения Туркменистана, а также зарубежные гости, представители отдельных иностранных компаний, профессора и специалисты различного профиля из ведущих клиник и институтов. В выступлениях отмечалось, что социальную инфраструктуру современного города Аркадак пополнили медицинские учреждения по всем параметрам, соответствующие международным стандартам. В их числе многопрофильная больница на 350 мест, онкологический центр на 150 мест, центр охраны здоровья матери и ребенка на 150 мест, центр скорой помощи, дом здоровья, а также автомобильная компания, располагающая различными видами специализированных транспортных средств. Американская компания начала принимать предварительные заказы на летающие автомобили. На днях Алеф Aeronautics первой в мире получила сертификат летной годности для данного транспорта. Его выдало Федеральное управление гражданской авиации США, то есть автомобиль получил юридическое разрешение на полет. Речь идет об электромобиле модель А, представленном в октябре прошлого года. По словам производителей, у машины есть возможность вертикального взлета и посадки, благодаря чему она может передвигаться как по земле, так и по воздуху. Легендарный узбекский ансамбль «Яла» отметил свое 50-летие. Музыканты знаменитого вокально-инструментального ансамбля были награждены орденами от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева. Ансамбль «Яла» получил известность в 70-е годы 20 века. Его хиты «Учкудук», «Чайхана», «Звезда Востока» популярны до сих пор и известны далеко за пределами Узбекистана. Футбольный клуб «Аркадак» из одноименного города переиграл со счетом 3-0 чемпиона Туркменистана «Ахал» в товарищеском матче. Первый гол в составе победителей на 40-й минуте забил Бегмурат Баев. Окончательный счет установили Шаназар Тыркешев и Оразберды Мурадов. Отметим, что для Аркадага этот матч стал первым на новом 10-тысячном стадионе. Перед началом встречи состоялась торжественная церемония открытия. Портал статистики «Трансфермаркет» включил игрока сборной Туркменистана Мирзу Бекназарова в состав Нарва Транс из премиум-лиги чемпионата Эстонии по футболу. Предыдущим клубом 23-летнего Бекназарова был «Ахал», который он покинул в качестве свободного агента в январе. Трансферная стоимость полузащитника составляет 150 тысяч евро. С эстонским клубом контракт заключен до 31 декабря 2023 года. 13 июля Нарва Транс сыграет с армянским Пюником в первом квалификационном раунде Лиги конференций УЕФА. В финале Кубка Азии по футболу среди юношей до 17 лет сборная Японии одержала победу над командой Республики Корея. Турнир принял Таиланд, матч закончился победой японской команды со счетом 3-0. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал ваш самый надежный источник новостей.